прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. В Рыбнослободском районе испытывают новые технологии. Вот ягоды, идет сбор, идет по транспортеру. Смородину вместо 200 людей собирает один комбайн. Заменит ли машина ручной труд, расскажет Вероника Гайнудинова. Жареная, вареная, сладкую и вкрутую. Мы ее делаем из молока, из яиц, из соли. Вообще ничего не кладем. Блюдо из яиц на фестивале Скорлупина не только продегустировала, но и приготовила. Вот смотрите, я просто подумал, что... Алия Хурудинова. В республику с любовью. В Казань приехали бедуины из Израиля. Вместе с ними достопримечательности города увидел и Рамиль Шайдуллин. Они вышивают стены домов. Нужно разобраться вот с этими клеточками и как нитка должна аккуратно лежать, чтобы вот рисунок с этой стороны был красивый. Художница из Испании дала уникальный мастер-класс альметьевцам. Что изменится в городе в этом году? Филюза Хамидуллина. Эта неделя ознаменовалась крупной победой наших гонщиков из команды КамАЗ-Мастер. Вот уже 8-й год наши экипажи привозят статуэтку белого тигра, главный приз знаменитого ралли «Шелковый путь». В этом году сразу 3 татарстанских экипажа показали лучшее время и в конечном итоге заняли весь пьедестал. В пятницу победителей встречали на родной земле, а сегодня у нас появилась возможность поговорить с руководителем команды. Владимир Чагин об эмоциях победы, пути к успеху и курьезных моментах во время гонки. Владимир Чагин об эмоциях после «Шелкового пути». Очень рад успеху команды, результаты, которые ребята в «Шелковом пути» в этом году показали. Еще, безусловно, рад еще тому, что как руководитель проекта, что сама гонка была организована на высоком уровне. Что мы здесь не только как участники еще в «Шелковом пути», мы еще как организаторы. Как готовились сами и оборудовали машины. Что касается самой техники спортивных автомобилей, то меняется конструкция практически каждые 3 месяца, обновляется что-то новое, какие-то новые решения, какие-то новые компоненты, которые находим, применяем их в автомобиль, который участвовал в январе на Дакаре, и тот, который в июле был на «Шелковом пути», это уже разные машины. Ожидание, реальность. Вначале заставили, спортивная ситуация, наверное, так, заставила себя поволноваться, не только меня, но и всех болельщиков команды, но потом все-таки нервное напряжение, которое было вот буквально там за 3-4 дня до финиша, вот между командой МАЗ и КамАЗ, ну, показало, кто спокойнее, хладнокровнее, ну, соответственно, и такой получился у ребят результат. Курьезы «Шелкового пути». Сбылась мечта многих побывать на Байкале, в команде КамАЗ-Мастер тоже. Эта мечта была практически у всех ребят, мало кто там был. Увидели вот это вот действительно достояние нашей планеты, величайшее озеро. И до сих пор вот еще звонки, разные благодарности, что вот здорово, что в этом году такой маршрут. Что сработало на блестящую победу? Спокойствие, хладнокровие, наверное, это выдержка, это такие непраздные слова, но это главное, что позволяет в ралли-рейдах быть впереди. Напряжение было очень высокое, буквально там минутки разделяли лидеров в грузовом зачете. Антона Шибалова, Сергея Визовича. Ну и победил тот, кто оказался спокойней, кто не допустил ошибок. К 1 сентября подготовить все детсады, школы и ресурсные центры. Такую задачу строителям поставил Рустам Миниханов на республиканском совещании в Доме правительства. Капитальный ремонт сейчас идет в 26 школах, в 3 уже завершен. В рамках национального проекта «Демография» сейчас строится 29 детсадов, 3 уже построено. В 23 идут отделочные работы. Параллельно ремонтируются все 15 ресурсных центров республики. Наш святой долг 1 сентября подготовить все объекты, и детские дошкольные, и школы, и ресурсные центры. Все должно быть в надлежащем состоянии принято. Понятно, да? Тарифы ЖКХ, неподъемное отопление для Кирова и доступная вода Йошкар-Олы. Как обстоят дела в Татарстане, читайте в интернет-газете «Реальное время».
Рак не приговор, а диагноз, если своевременно пройти обследование. В республике продолжается реализация программы борьбы с онкозаболеваниями. Отметим, что в прошлом году только в Татарстане выявлено более 16 тысяч новых случаев заболевания раком. Для его обнаружения на ранних стадиях в республике в ближайшие 5 лет должны появиться 9 амбулаторных центров онкопомощи. Они должны компенсировать нехватку оборудования и специалистов. О том, как в республике выстраивается культура ранней диагностики первичного звена, расскажет Рамиль Галиуллин. После операции. Свой диагноз Галина Минулина услышала 14 лет назад. Об онкологии женщина узнала на плановом приеме. Повезло, заболевание обнаружили на ранней стадии. Признается, жалеет, что до диагноза больницы сбегала. Надо следить за собой, внимание себе уделять. Просто вот я, может быть, даже и не пошла, не знаю, когда я пошла, если бы мне случайно вот так не сказали. Своевременное обследование – это гарантия не доводить до тяжелой стадии рака и вовремя начать лечение, говорят врачи. Ежедневно в онкологическом отделении 21-й поликлиники принимают до 200 пациентов. Здесь уже в этом году появится новый амбулаторный онкоцентр. В ближайшие 5 лет в рамках нацпроекта здравоохранения откроется 9 таких центров в 8 районах республики. У нас проходит около 2000-2100 пациентов в среднем. Здесь пациенты могут пройти специалистов как онкоуролога, онкогинеколога, онкомаммолога, общего онколога. Первичному звену сегодня уделяется одно из главных мест в вопросах сохранения жизни. Именно на этом этапе медпомощи ошибки должны быть максимально исключены. Специалисты говорят, от этого зависит успех всего дальнейшего лечения. Работать врачи должны в современных условиях. Поэтому на модернизацию медоборудования в ближайшие 5 лет потратят более 2 миллиардов рублей. Определение злокачественного образования на первой и второй стадии – это принципиальнейший момент. Существует статистика, которая говорит, что в 85% случаев, если рак лечится на первой стадии, в 85% случаев этот рак будет полностью излечим. По словам специалистов, выявлять онкологию на начальных этапах помогает обычная диспансеризация. Так, с начала года благодаря ей удалось обнаружить злокачественные опухоли почти у 500 человек. 80% из них на ранней стадии заболевания. Раннее выявление онкологии и сокращение нехватки врачей – одни из 7 векторов развития Минздрава на этот год. Приоритеты определили сами жители. В голосовании поучаствовало более 6 тысяч человек. Этапы были какие? Во-первых, подготовительный период, когда мы наши эксперты прорабатывали направления здравоохранения, которые, по их мнению, должны волновать наше население. Второй этап, значит, мы утвердили эти все предложения наших экспертов. И третье, все обсуждения нашим населением. За последние годы в республике количество онкобольных выросло почти на 1%. Сегодня под наблюдением специалистов более 113 тысяч пациентов. Но врачи напоминают, рак не приговор, а диагноз, если вовремя пройти диагностику. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Не только зерновые культуры, теперь и ягоду. В Рыбно-Слободском районе испытывают первый в республике комбайн для сбора смородины. Свое дело фермеры начали 3 года назад с помощью гранта Минсельхоза. Сегодня у них плантация 16 гектаров. Вручную столько смородины не собрать и за неделю. А как справятся машины и не страдают ли от нее кусты, расскажет Вероника Гайнудинова. Вкусные, очень крупные ягоды, сладкие. Урожай смородины в этом году удался. Татьяна Потапова собирает последние плоды. Из сладкой ягоды на зиму варенье и компоты. Неприхотливые кустарники растения эти же. Он посадишь, и он растет. Ягода идет сбор, идет по транспортеру. И вот она начинает уже сейчас, в данный момент, поступать в тару. А так собирает ягоду уже машина. На плантации первый в республике комбайн для сбора смородины. Урожая много, без техники не справится, говорит Владимир Капарулин. С помощью стряхивателя ягода падает на транспортер и в дальнейшем идет наверх, где идет отделение от листьев. Бентисель – сорт смородины, подходящий для механической уборки урожая. Стебель жесткий, ветки комбайн не ломает. От кустов других сортов после такого может ничего не остаться. Только один этот комбайн собирает столько смородины за один день, сколько бы вручную не собрали и за неделю. Только есть недостаток. До корзины доходит половина ягоды. Осыпавшуюся, оставшуюся на ветках смородину после собирают уже люди. Кусты молодые, вся ягода пока внизу. Со следующего года ручной труд хотят исключить. Смородина вырастет, ягода поднимется, и комбайн сможет снимать урожай с минимальными потерями. С гектар мы будем получать не менее 6 тонн смородины, даже если при условиях полива и обеспечения удобрениями можно достигать до 10
тонн с гектара. В 2016 году плантацию начали с 8 гектаров. Сегодня уже 16, а осенью планируют увеличить до 24 гектаров. Сейчас в помощь новая техника. Планируют, что окупится комбайн за 2 сезона. Есть на ягоду и спрос как местное население, так и фермерские лавки со всей республики. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Рыбнослободский район. Яйца куриные, гусиные, перепелиные – главный атрибут фестиваля «Скорлупино». Сегодня пестричинцы вновь их бьют на рекорд Гиннесса. Без малого 8 тысяч яиц станут самой большой яичницей в мире. О секретах незамысловатого блюда и что может помешать установлению рекорда самого вкусного центра событий. Алия Харадинова. Что готовите, тут спрашивать не надо. На фестивале «Скорлупино» в центре стола яичница. А вот секрет приготовления у каждого свой. Долго надо перемешать. Вот если с венчиком долго надо перемешать, он будет пушистый. Решили попробовать и мы. Вот сейчас я попробую настоящий татарский омлет. Честно, очень вкусно, знаете, таким дымком отдает. Секрет вкусной яичницы раскрыли и Кряшины. Ну вот я вижу, в центре стола у вас такая красивая яичница. Есть ли секрет кряшинской яичницы, чтобы она была вот такой вот желтенькой, красивой, вкусной, румяной? Но чтобы она была вкусной, румяной и красивой, там должно быть очень много яиц и сливочное масло. Пока взрослые готовили, дети развлекались. Мне было сложно, конечно. Я сейчас свои силы почти потратила. Я очень долго учился. Папа мне помогал. После сразу в Скоко-парк глядеть на диковинных птиц. А вот этот цыпленок прямо под цвет нашего микрофона. Кстати, родился он сразу зеленым. Еще когда находился в яйце, 18-дневный эмбрион ввели пищевой краситель. Вот поэтому он сегодня такой красивый. Главное было впереди. Пестричинцы вновь готовы установить рекорд Гиннесса. 7777 яиц сольются в одну яичницу. Изначально было решение, что будем делать 15 тысяч яиц. Работа не в проворот. Шеф-повар умудряется разбивать яйца одной рукой. Попробуем? Конечно. Получилось. За всем происходящим следят. Оплошности и рекорд не засчитают. Думаю, не мытые яйца. На праздник подоспел и флаг WorldSkills. Пестричинский стал 35-м районом в его эстафете. Сегодня 35-й муниципальный район Республики Татарстан. Эстафета флага по Республике Татарстан. И вот вы можете увидеть нашивку герба района. Флаг продолжил свое путешествие, а мы стали свидетелями нового рекорда, который побил Татарстан. Алия Хайрудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Те, кто видел Бархана, увидел и космос. В Казани сегодня гости – арабы и бедуины из Израиля. Уже несколько дней они путешествуют по республике и посетили много знаковых мест, таких как, например, Болгар и Свияжск. А вот сегодня очередь планетария КФУ и храма всех религий. Почему и то, и это туристам оказалось в диковинку, расскажет Рами Шайдуллин. Казань – это не только прогулки и экскурсии, но и что-то большее, а именно неизведанный космос. Оказаться в том самом месте, где ученые исследуют его бескрайние просторы, повезло группе арабов из Израиля. Сюда их пригласила коллега, уроженка Татарстана. Очень заинтересовались мои учителя, с кем я работаю, о нашей культуре, о нашей нации, песнях, танцах и, естественно, и о природе. За неделю гости побывали в Болгаре, Свияжске, погуляли по Казани. Под впечатлением от увиденного делятся своими эмоциями. Мне очень понравились и татары, и русские. Я поняла, что вы живете здесь очень дружно и не хватаете звезд с неба, а живете каждым днем. Вокруг очень красивые мечети, их минареты. В Израиле красивые тоже есть, но их не сравнить с казанскими. Я не ждала и 10% от того, что увидела. Очень красивые дома, очень красивая, необыкновенная архитектура. Подбор цвета и красок кругом очень впечатляют. А вот такое редко где встретишь даже во всем мире. Храм, где множество религий, уживается под одной общей крышей. И поэтому служит точкой притяжения для всех, кто впервые приезжает в Казань. Следующая точка маршрута. Именно он. Что такое быть в храме, где есть иконы, буддистские статуи и шамаили, а в жанре церковной иконописи изображены девушки восточной внешности? Туристам рассказали и об этом. Такую выставку когда-то увидел ее автор. Это персидская миниатюра, иранская миниатюра. Ну вот я как бы взял эту идею
и написал слово «Татарская красавица». А 18 израильских туристов отправляются дальше. В их планах попасть на выступление государственного ансамбля песни и танцы республики, после продолжать знакомство с татарстанской культурой. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Они будут создавать в республике города будущего. 4 начинающих архитектора отучились в Высшей школе урбанистики России по гранту президента Татарстана и готовы творить. Их дипломные работы уже готовый проект. В их рядах могут оказаться и другие ребята из нашей республики. Сейчас как раз идет конкурс на президентский грант. Что нужно для участия, какие советы дают выпускники-урбанисты, спросила Зарина Ахметова. В 70-х годах произошел обвал под Александровским пассажем, и из-за этого разрушилась половина здания. Чтобы не допустить такого впредь, есть природные средства, утверждает Анна Будникова. Восстановить разрушающийся фасад могут споры грибов. По словам молодого архитектора, такая технология может спасти и Миргасовский дом. Уже при монтаже, либо уже впоследствии, когда уже построено либо здание, либо уже существует какой-то ландшафт или воронка, мы можем, скажем так, нанести туда споры бактерий или споры грибов, и, собственно, они способны уже вырабатывать тот же самый по составу компонент известняк для заделывания трещин. Только в парке человек может остаться наедине с природой, не покидая города, говорит уже Валерия Мифтахова. Чтобы погрузить жителей в атмосферу природы, придумала приложение, которое позволит общаться с деревьями. Там есть их информация, что это за дерево, сколько ему лет, какой оно высоты, какую экологическую полезность оно оказывает. Он выбирает это дерево, и ему необходимо подойти к этому дереву, отправить свое местоположение, отправить свою геолокацию, и только после этого он может начать общаться с деревом. 2 года назад Анна, Валерий, Александр и Дарья стали обладателями гранта президента республики на обучение в Высшей школе урбанистики. Кроме лекций, они посетили воркшоп в Барселоне и Копенгагене, презентовали свои проекты в Нью-Йорке и Москве. Их дипломные работы не так давно оценил и Рустам Миниханов. Вы молодец. Вы в Нью-Йорке доказали. И каждый из вас вы показали реальная, не просто какая-то идея, а вещь, которая имеет потребительские свойства. Так, например, Александр Алтынков доказал, источником энергии могут стать ветви деревьев. Для этого на них крепятся специальные приборы. Мы получили такие показатели, что каждое движение ветви выдает нам 3,6 вольт напряжения мощностью 0,1 ампера и длительностью 200 миллисекунд. Обладатель гранта Дарья Климова из Челнов предложила создать на фасаде домов зеленые гнезда с растениями. Проектом президент заинтересовался и предложил внедрить в Автограде. Вот ваш родной город, где-то один дом взять, и потом мы можем ее тиражировать. Если вы тоже хотите удивить президента и представить свежий взгляд на урбанистику, то пора браться за дело. Сейчас стартовал очередной конкурс на получение гранта. По результатам отбора 5 финалистов отправятся в Москву на обучение. Такая уникальная возможность, почему для меня тоже важно, что, с одной стороны, ты и в России работаешь, связан с Россией, ты проект делаешь для Казани, с другой стороны, ты контактируешь с международными экспертами. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте до 10 августа. Один грант до 950 тысяч рублей. Он покроет стоимость обучения в течение 2 лет и проживания в Москве. Зарина Ахметова, Вероника Гайнудинова, Ринат Сафин, Дина Газалиева, Александр Ярошов. ТНВ, Казань, Москва. Вышивать крестиком без иголки и на сетке рабицы. Сегодня жители Альметьевска стали очевидцами такого необычного искусства, как вышивание на стенах. В нефтяную столицу республики приехала известная испанская художница Ракель Родриго. Она придумала технологию по созданию уникальных арт-объектов. И такой необычный паблик-арт появится на стене одного из домов в Альметьевске. В его создании в рамках проекта «Сказки о золотых яблоках» смогли принять участие и сами жители города. Проект запустили в 2018-м по инициативе нефтяников. Новый облик города в этом году дополнит еще 10 проектов. Какие, узнала Филюза Хамидуллина. Кто хочет попить? Вот так Наиля Мустакимова учится вышивать нитью композицию из цветов. Только не на холсте, а на сетке рабицы. Эта цветочная вышивка совсем скоро появится на стене одного из домов Альметьевска. Уникальный мастер-класс дает художница из Испании Ракель Родриго. Мне очень интересно. Тут надо из хлопковых ниток делать на сетке всякие красивые рисунки. Обычно художница Ракель Родриго делает свою работу у себя в мастерской в Испании, а потом просто посылает их
их или размещает на стенах домов. Но мы решили, что нам нужно пойти чуть-чуть дальше и вовлечь жителей города в этот процесс. Ракель Родриго первой воплотила в жизнь эту технологию по созданию арт-объектов, соединила традиционное рукоделие и уличную практику. Считается, что вышивка – это что-то закрытое, то, что люди делают дома. И мой проект помогает большинству увидеть вышивку и познакомиться поближе с этим видом искусства. Техника вышивания проста. Кончик нитки заматывает скотчем, получается своего рода иголка. Заранее художница создает эскиз арт-объекта. На основе этого уже выполняют само плетение. Нитка за ниткой. Все как вышивание крестиком на канве. Чтобы вышить один арт-объект, в целом уходит 15 дней. Нужно разобраться вот с этими клеточками и как нитка должна аккуратно лежать, чтобы вот рисунок с этой стороны был красивый. Трехмерное масштабное полотно испанской мастерицы станет частью истории родного края. Где его разместят, пока держат в секрете. Это одна из интриг большого арт-проекта «Сказки о золотых яблоках». Он рассчитан на 5 лет. В этом году мы сделали больший акцент на взаимодействии с жителями. И поэтому программа событий «Мой город, моя улица» проходит каждые выходные. Этим летом в рамках проекта в Альметьевске ждут известных российских и зарубежных художников. Появится в городе и первая в России постоянная медиаинсталляция. Уникальный арт-объект на стене, который жители сами дополнят сюжетом через специально созданное для этого приложение. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Хук с левой, джеб и апперкот. Сегодня Казань отпраздновала Международный день бокса самой масштабной открытой тренировкой. Более 2000 именитых боксеров, любителей спорта и здорового образа жизни сошлись в поединке на площади Тысячелетия. Эта тренировка проходила сегодня по всей стране. Жители 85 регионов обратили внимание на бокс. Как говорят организаторы, по числу участников Казань уступает только Москве. Ленар Гинатуллин узнал, какое количество спортсменов соберет столица страны и как прошла тренировка в Казани. Удар за ударом более 2000 человек оттачивают свое мастерство. Так в Казани празднуют Международный день бокса на самой масштабной открытой тренировке. На площади Тысячелетия все, кто неравнодушен к этому виду спорта. Мужчины, женщины, дети и целые спортивные школы. Бардашев Альмир, мастер спорта и тренер детской школы, считает, что на тренировке такого масштаба должен побывать каждый. Поддержать наших друзей, товарищей, все мы здесь. Для нас это большой праздник. Мы боксируем с друзьями, занимаемся регулярно. И вот мы, в принципе, здесь. Атмосфера привлекает не только спортсменов, но и любителей здорового образа жизни. Анастасия Задайханова занимается фитнесом, ее муж – поклонник дзюдо. Сегодня решили попробовать себя в боксе, пока дочь на другой тренировке. Увлекаемся различными видами спорта, в том числе у нас дочь занимается самбо и дзюдо. Российский триколор из участников не просто так. В этом проекте принимают участие жители 85 регионов страны. Только зрительская аудитория около 150 миллионов человек. Ожидается, что эта тренировка войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая и масштабная. Самое большое количество сегодня в Татарстане, более 2000, это можно внести в Книгу рекордов Гиннесса. Конечно, в Москве будет проходить 22 июля, где тоже ожидается около 5000 участников. Но пока на сегодняшний день самый масштабный, самый массовый – это у нас в Казани, Татарстане. Такая массовая тренировка боксеров в Казани проводится 3-й год подряд. И с каждым разом количество участников растет. К примеру, в 2017-м на нее пришли около 500 любителей этого единоборства. А теперь в планах Министерства спорта, что в следующем году Казань сравняется по количеству участников с Москвой. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А сейчас самое яркое и интересное за неделю в нашей традиционной рубрике «В сети» от Армана Костаняна. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. А у вас тоже в ушах звучит эта песня? Уже всем, кому не лень, сняли на нее пародию. Очень приставучая. Ну, давайте лучше, как обычно. Всем привет, это рубрика «В сети». Начнем. Помните, на прошлой неделе говорили о роботе, который машет флагом Татарстана? Татарстанцы пошли дальше. Теперь есть трактор, который может с вами мячик понабивать. Думаю, такой тренажер надо нашей сборной дать для тренировок. Точно начнем лучше играть. Министерство молодежи, или как называют их в сети, молодое министерство, опубликовало список исполнителей, чьи песни запрещены для прослушивания в детских лагерях. Да-да, такие списки тоже бывают, как оказалось. Тут у нас
Ghostface, LJ, Фараон, Скриптонит, группировка Ленинград и, внимание, Ольга Бузова. Моя бабушка говорит, что если будешь слушать такие песни, быстро состаришься. Логики в этом нет, но бабушку надо слушать. А если вы хотите узнать, как вы будете выглядеть, когда состаритесь, то приложение FaceApp специально для вас. На этой неделе оно было очень популярно. Состарит лицо молодых и омолодит людей в возрасте. Вот как я буду выглядеть, когда состарюсь. Да, годы нас не щадят. А приложение FaceApp так вообще никого. В Казани водитель трактора решил разбудить мужчину, который уснул на остановке в центре города. Весьма интересным, но самое главное, 100% рабочим способом. Вот так. Просто облил мужчину, и пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что нечего спать где попало, а кто-то наоборот не разделяет методы тракториста. А как считаете вы? В Казани замечен родственник Джеки Чана. Но, судя по видео, очень дальний родственник. Просьба, друзья, не повторяйте подобное самостоятельно. Мем, который обошел уже весь мир, это штурм зоны 51. Что это, спросите вы? Зона 51 – это военно-воздушная база в Соединенных Штатах, где, по мнению некоторых пользователей сети, держат инопланетян. Тех самых зеленых человечков. Пару блогеров в сети собрали уже 1,5 миллиона участников этого штурма, который, кстати, состоится 20 сентября в 3 часа ночи. То есть в этот день 1,5 миллиона, а к этому дню, думаю, будет все 2 миллиона, нападут на базу. И я уже хочу посмотреть на это. А вы, друзья, верите в существование этих зеленых человечков? А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Неделя президента началась с приглашения своих подписчиков на рыбалку. И, судя по дальнейшим фотографиям, откликнулся на это приглашение только Максим Орешкин. Затем открыли завод строительной химии, а потом фотокарточка с сотрудниками хлебокомбината. Далее он посетил образовательный международный форум «Салет», также встретился с участниками президентского кампуса в Иннополисе. Насыщенная неделька выдалась, но дальше больше. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте «Зона 51», собственно, мем, о котором мы уже говорили. Вторую строчку занимает матч «Рубин-Локомотив», который завершился ничьей 1-1. И замыкает тройку Брэдли Купер, а точнее любовный треугольник Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага. Брэдли Купер бросил Ирину Шейк и ушел к Леди Гаге. И весь мир осуждает певицу. Ну и, конечно же, не обошлось здесь без мемов. На этом сегодня все. Присылайте свои фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Такой была картина дня в субботу, а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Здравствуйте. Июль в этом году не балует жаркими днями. Температурный фон неустойчив, наблюдаются дожди, местами даже ливни. Более подробнее о погоде на воскресенье после полезной информации. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите. Только в июле при заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2-166-167 или на сайте danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, дневная температура плюс 24. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков 23 градуса. На севере Татарстана Менделинский, Агрызи, Менделеевские пройдут дожди, местами ливни, днем воздух прогреется до плюс 24. На северо-западе в Арске, в Кукмаре, Балтаси днем пасмурно и дождливо, плюс 21. На юго-западе в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном местами дожди, дневная температура плюс 22. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше плюс 22-24, местами пройдет дождь, ливни и грозы.
В последующие дни сохранится такая же погода. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рыги на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Брионикс на Гафури 46. Спонсор выпуска – Аквапарк Барионикс на Гафури 46. Для вас комфортная детская зона, удобные раздевалки и автоматический подъемник кругов. Максимум отдыха по доступной цене. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность, днем пройдет дождь. Температура воздуха 22 градуса. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящемся домах и выгодные цены. Звоните в ЮИТ 233 0303. Мечтается о двухкомнатной за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Зеленый свет мечтам в жилом комплексе «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 0303.